Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». С вами Олеся Григорьева. Сегодня мы подводим итоги развития города Канаша за 2019 год. И мы с главой администрации города Канаша Виталием Николаевичем Михайловым приглашаем вас на экскурсию по городу. Виталий Николаевич, добрый день. Скажите, пожалуйста, как город Канаш завершает год? Я думаю, этот вопрос надо задать, конечно, нашим любимым горожанам. Если они ответят положительно, то значит и мы действительно завершаем год достойно. Действительно есть, что сегодня можно привести в пример, это то, что горожане сами активно стали работать на свое благо. Мы сегодня чувствуем активную поддержку в вопросах благоустройства дворовых территорий. Вы тоже все это обратили внимание. Сегодня по городу отремонтировано 22 придомовых территорий, где-то порядка 12 тысяч квадратных метров. Дополнительно к этому в рамках программы «Комфортная городская среда» отремонтирована дворовая территория улицы Ильича 6-8. Там граждане тоже свою лепту внесли. Софинансирование граждан составило 142 тысячи рублей. Двор получился достойный, но, с другой стороны, есть, конечно, нарекания уже от близлежащих дворов. Почему? Потому что есть чем сравнивать. Главой республики нам определенные перспективы на будущее заложены. 139 миллионов рублей на благоустройство на 2020 год выделяется в рамках указа главы Чувашской республики. Поэтому эту работу мы будем продолжать. Ну, из таких более-менее серьезных вещей мы построили котельную по улице Свободы, которая обслуживает 8 многоквартирных жилых домов и затрагивает интересы порядка 1200 жителей. Сегодня котельная вышла на проектную мощность. Мы сегодня обязательно в ходе передачи ее увидим. По программе «Комфортная городская среда» мы все видим, как наш парк, городской парк, видоизменился. Скажите, пожалуйста, что сделано вот в этом направлении? Ну, в этом году на Канашский городской парк было направлено 16 миллионов рублей. Мы отремонтировали все покрытие асфальтовое по парку. Есть еще определенные куски, которые мы продолжим в 2020 году. Малые архитектурные формы были приобретены. Вот эти замечательные скамейки, которые попадают в кадр, урны. Баскетбольную площадку построили, добавили часть тренажеров. Появилась шахматная зона, появились дорожки из плитки уже в центральной части парка, которые соединяют в различных плоскостях, получается, несколько пешеходных зон. Ну и плюс дорожки теренкура появились для людей, которые любят прогуляться по парку. А в следующем году что появится? Ну, в следующем году пока вперед не будем заходить. Есть определенные моменты также в качестве покрытия парка. Есть наработки по лыжной трассе. Сегодня мы обсуждали это с представителями спортивного сообщества города Канаша, поэтому все это пока в работе. А сколько всего средств было потрачено на благоустройство на сегодняшний день? Ежегодно на программу «Комфортная городская среда» городу выделяется порядка 20 миллионов рублей. Поэтому и в прошлом году в основном в прошлом году упор делался на дворовые территории. В этом году мы разделили, получается, на общественное пространство больше было средств направлено. На будущий год тоже будет упор по этой программе сделан на общественное пространство. Кроме парка, кроме дворовых территорий, еще по этой программе что-то ремонтировалось? Нет, не ремонтировалось. Нет. Виталий Николаевич, какое участие в благоустройстве принимают наши горожане, канашцы? Вот во всех, сегодня вы обратили, наверное, внимание, все преобразования, которые в городе происходят, они все приходят при участии непосредственно нашего населения. Люди очень вовлечены в процесс. Сегодня мне легко работать. Почему? Потому что по каждому направлению есть куча пожеланий, есть где-то какие-то нарекания, которые мы устраняем. Но в целом население позитивно оценивает вот эти изменения и подсказывает, где что можно еще изменить и добавить. Есть и технические какие-то решения, подсказки, а есть чисто эмоциональные ряд людей почтенного возраста обращались. Где-то нужно было добавить освещение, где-то нужно было новые тротуары появиться. И они сегодня воплощены в жизнь. И мне очень приятно это осознавать, что действительно какой-то вклад в развитие города мы все вместе вносим ежедневно, ежечасно. И работники администрации сегодня понимают
что от них требуется, что им нужно. И тоже у них появляется чувство гордости за то, что они принимают участие в развитии нашего родного города. Опять же, наверное, субботники, да, помогают? Субботники. Ну, с каждым годом все больше и больше людей вовлекается в это мероприятие. И люди понимают, что это мы делаем для себя, а наш родной, любимый город. Да. Наш родной дом. Да. Виталий Николаевич, мы сейчас находимся на сквере афганцев. Скажите, пожалуйста, что сделано здесь, сколько средств выделено? Я начну, наверное, вначале все-таки с тех проектов, какие в городе мы сегодня воплощаем в жизнь. С 2017 года по всей республике воплощаются в жизнь проекты по указу главы Чувашской республики о развитии территорий, основанных на местных инициативах. Вот сквер афганцев – это один из примеров. В целом по городу мы таких 5 проектов осуществили в этом году. Это отремонтировали улицу Красноармейскую, улицу микрорайона Элеватора, улица Садовая, улица Кирова и вот наш сквер афганцев. На нем я хотел бы остановить внимание. Почему? Потому что здесь это вот пример как раз нашей чувашской традиции НИМЕ. Спасибо огромное ветеранам Афганистана, воинам-десантникам, воинам-морякам, руководителям предприятий и простым гражданам, которые участвовали здесь. 4 миллиона 950 тысяч рублей стоимость всех работ была в этом сквере, из которых 450 тысяч собрали именно наши горожане. Огромное им спасибо, огромное. И ведь они не только собрали, и они активно участвовали в самом процессе здесь, и в благоустройстве, и в субботники проводили. Огромное всем спасибо. Вы ранее сказали, что была построена новая котельная. Скажите, пожалуйста, сколько домов она будет обслуживать? Котельная по улице Свободы будет обслуживать 8 домов многоквартирных, 1200 жителей будут получать тепло именно от этой котельной. И уже получают это тепло. Конечно, в мае месяце, когда котельная завода Техоснастки была выведена из эксплуатации, для нас был небольшой шок, но в совершенно короткий период времени мы успели подготовить и проектно-сметную документацию. И огромное спасибо властям Чувашской республики. Здесь, в этой котельной, 70% как раз помогла Чувашская республика по адресной инвестиционной программе. Ну и мы за короткий период времени, пройдя конкурсные процедуры, определили подрядчика. Кстати, тоже огромное спасибо подрядчику, что за короткий период времени, за месяц, он котельную запустил в эксплуатацию. Конечно, на первых порах были нарекания в связи с тем, что очень сжатые сроки эта котельная строилась. Но сегодня таких больших проблем нет. И я думаю, за такими котельными как раз и будущее. Почему? Потому что большая экономия идет средств. Здесь очень много технологических решений, и КПД этой котельной намного превышает предыдущие аналоги. Виталий Николаевич, сейчас мы находимся на улице Фрунзе. Здесь строится новая дорога. Расскажите нам об этом. Сегодня действительно мы находимся на улице Фрунзе. Объект такой сложный, реконструкция дороги. Когда начинали мы эту дорогу проектировать, очень много вышло таких моментов, что она реально не соответствовала тем нормам и СНИПам, которые закладываются на дороге. Сегодня подрядчиком уже по первому этапу работ, она будет двухэтапная, по первому этапу работ выполнены работы по укладке ливневой канализации, по дренажной системе, перекладке водопроводных труб, уложены гильзы под газопроводы, под горячее теплоснабжение, и ведется перенос сетей электроснабжения. Также уложен тротуар по первому этапу выполнения работ. Дорога подрядчиком, ремонт дороги подрядчиком в строгом соответствии с графиком ведется. На сегодня половина работ уже выполнена. Здесь вот на этой части зимой также будет продолжена реконструкция этой дороги. Также будет вестись дальнейшая перекладка сетей, укладки водопроводных сетей, канализационных и плюс дренажной системы. И поэтому, я думаю, никаких нареканий не должно быть по этой дороге. Она по контракту у нас до ноября месяца, но подрядчик обещает ко дню города нас порадовать и ввести ее в эксплуатацию. А что мы еще планируем в рамках дорожного хозяйства?
Ну, в рамках дорожного хозяйства мы сейчас начинаем проектирование ремонта улицы Красноармейской, 2,4 километра протяженностью. Это, можно сказать, лицо города, 12-й путь. Со всей страны поезда останавливаются именно на остановке 12-й путь. Мы ее обязательно увяжем с дренажной системой улиц Фрунзе, которые сегодня проезжали и осматривали. В этом году, в 2020 году, мы начинаем ремонт улицы Карла Маркса, наболевшей. Очень много обращений граждан было и в мой личный инстаграм именно по этой улице, особенно где получается торговый комплекс «Кристалл». Вы все видите, это все разбито. Вот сейчас мы, например, доехали тоже, чисто случайно попали в кадр у нас ребята, которые занимаются прокладкой водопровода. Это силами нашего муниципального предприятия «Водоканал» воплощается в жизнь инвестпрограмма по замене водопроводной сети. Здесь как раз будет полиэтиленовая труба, что скажется и на качестве воды, и отсутствие утечек. На этот участок нам немало хлопот доставлял в последнее время. И вот 1 километр 300 метров водоканал к концу года обещает сдать. Вот мы наконец-то подъехали к детскому саду, который вот-вот откроет свои двери для новых детей, для новых детишек. Скажите нам, пожалуйста, как строился этот детский сад? Ну, за короткий период времени строители все-таки сдали этот детский садик. Сегодня идут приемочные работы. Оформляются юридические вопросы по эксплуатации этого садика. Название вы уже видите. Василек, детский сад в Восточном микрорайоне. В городе ощущается нехватка ясельных групп, поэтому нами при поддержке республики такой детский сад построен. 45 мест здесь будет ясельных. В рамках создания дополнительных мест мы во всех садиках города еще дополнительно создали 195 мест ясельных групп. Садик получился очень интересный, красивый, добротный. Здесь будет, вы обратили внимание наверняка уже по вывеске, и класс робототехники. Садик уже в ближайшее время будет готов принять своих молодых ребятишек, веселых. Благоустройство по садику все выполнено, вы тоже в этом можете убедиться. Виталий Николаевич, сейчас мы где находимся? Расскажите нам об этом объекте. Мы находимся на территории индустриального парка, который мы сдали в октябре месяце. Это один из первых резидентов компании «Аркто». Построили цех площадью 13,5 тысяч квадратных метров за короткий период времени. Если мне память не изменяет, первый съем грунта на этом участке они произвели 27 мая. И вот за этот короткий период времени построили такое большое технологическое производство. Сейчас компания завозит станки и оборудование, и в первом квартале они должны выпустить первую продукцию. К сведению горожан, компания начала активный набор работников. Первые работники уже приняты. Поэтому, я думаю, кстати, на этом компания не будет останавливаться, таких цехов будет еще 2. А сколько человек рабочих мест здесь будет? На первом этапе будет работать порядка 100 человек. На первом этапе. А чем будет заниматься предприятие? Предприятие будет выпускать промышленные холодильники и вентиляционное оборудование. По итогам работы за 2018 год и на развитие инвестиционной привлекательности города Канаша главой республики, Чувашской республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым городу был выделен грант. Грантом мы распорядились очень экономно, можно так сказать. Много вопросов решили в рамках благоустройства. 1,2 километра тротуаров построили, отремонтировали 1,5 километра дорог. Я назову, только перечислю улицы. У нас это проезд 7-й школы, улица Кабалина, 230 метров. Это часть улицы. Мы ремонт продолжим и в 2020 году. Тротуар, получается, 19-й садик. Мы закупили на эти средства теплоизоляционные материалы для новой котельной. Сегодня вы, наверное, видели новые трубы и новая теплоизоляция появилась. Отремонтировали улицу Чебоксарскую. Отремонтировали
улицу Ухсая и еще ряд таких небольших участков, где как раз население высказывало свои нарекания. Это и тротуар по улице Дорожной, и по улице Янинского шоссе, пусть небольшими кусками, но самые такие проблемные участки. Плюс ко всему, 4 улицы мы отремонтировали дополнительно. Рядом здесь дорога, элеватор есть, набившая оскомину, по которой невозможно было ездить. 34 миллиона рублей было потрачено на эту дорогу. Дорогу сделали по технологии, с применением геосетки, применением новых технологий ресайклинга и такое серьезное асфальтовое покрытие. Улицу Новую мы отремонтировали, улицу Чкалова отремонтировали, улицу Московская, которая долгое время ждала ремонта. И вот сейчас у нас дополнительные возможности у города появляются в рамках указа ноябрьского главы Чувашской Республики по созданию комфортных условий проживания в городах, по которому городу выделено, я уже сегодня говорил, 139 миллионов рублей на создание благоприятных условий проживания, на ремонт придомовых территорий. Здесь в эти работы войдут и малоархитектурные формы, и детские площадки, и искусственные неровности, освещение, видеонаблюдение. Поэтому я призываю дорогих горожан участвовать в этой программе. Ваше мнение дорого для нас, ваши пожелания, и мы уже при проведении проектных работ будем учитывать как раз ваши предложения. И, конечно же, какие планы ставит город перед собой в 2020 году? Давайте я начну. Почему мы выбрали это место сегодня? Вот вы обратили внимание, что еще один участок города становится все комфортнее и привлекательнее. Это все заслуга руководителя данного предприятия. Это муниципальное предприятие. Вы наверняка вспоминаете, как 2 года назад, в каком состоянии здесь наша была гостиница. Вот сегодня, благодаря Марине Дмитриевне Русковой, эта гостиница вторую жизнь получила. Поэтому и участвовали они в конкурсе на лучшее новогоднее оформление и победили в этом конкурсе, как мне докладывают. Поэтому мы не могли не выбрать другую территорию. А в планах все просто. Сегодня мы хотим как можно больше вкладывать именно в те вопросы, которые очень много доставляли нам неудобств. Первый вопрос – это вода. Мы все привыкли уже к тому, что у нас постоянно частые аварии. У нас 189 километров водопроводных сетей, которые изношены на сегодняшний момент, поэтому мы продолжаем работу. Сегодня мы уже один момент видели, что ИМС-программа предприятия в действии водоканала. По этой ИМС-программе также еще 2 километра магистральных трубопроводных сетей должны быть в 2020 году меняться, но это не спасает. Мы будем участвовать в федеральных проектах. И благодаря поддержке республики, сейчас главой республики запущена программа по ремонту скважин водоснабжения, по которой мы тоже будем участвовать и тоже будем приводить свои скважины в порядок. Это все делается для бесперебойной подачи воды в город. Та же самая работа будет проводиться по замене сетей и определенные моменты по улучшению качества услуг и у канал-сети. У каждого муниципального предприятия своя программа разработана. Мы защитили проект и прошли государственную экспертизу экологическую, в том числе по рекультивации свалки в Восточном микрорайоне, поэтому этот вопрос мы тоже снимем с повестки дня. Ну и основной вопрос – это дороги. Запланирован ремонт дороги улицы Карла Маркса. Аукцион будет проведен в первых числах, можно сказать, даже наступающего года. Общая стоимость по улице Карла Маркса работ 127 миллионов рублей. Работа будет двухэтапная. Первый этап мы будем в 3 года входить. Так же, как проходили по дороге микрорайона Элеватор. Я уже сегодня сказал, что будем проектировать улицу Красноармейскую. Постепенно будем заходить в ремонт проспекта Ленина. Проспект Ленина предстоит у нас реконструкция грандиозная с заменой всех сетей. Там у нас попадают и газопроводы, и водопроводные сети, и канализация. Появится ливневая канализация, появятся дренажные системы. Будет произведен также перенос сетей электроснабжения, отремонтированы тротуары.
Общая стоимость проекта, трехэтапный он проект, порядка 240 миллионов рублей. Также продолжим работу и по ремонту периферийных улиц, о которых я сегодня сказал. Более точные адреса мы будем уточнять в первых числах марта, после уточнения бюджета. По инициативному бюджетированию тоже население сегодня определенный выход для себя ищет. Уже 7 проектов заявлено, но город имеет право только на 5 проектов. Поэтому будем смотреть, какие из проектов победят на конкурсе Минстроя. А что касается образования, медицины, культуры, спорта? По медицине в первых числах тоже, наверное, в первом квартале 2020 года будет закончен ремонт стационара детской поликлиники по улице 30 лет Чувашии. Сегодня там такой больничный городок получается уже своеобразный, и поликлиника, все будет вместе рядышком. На днях буквально сдан офис врача по Янинскому шоссе, это бывшая стомат-поликлиника. Мы там тоже были, посещали, добротные условия. Огромное спасибо Минздраву Чувашской Республики за ту работу, которую они проводят. Ну и есть ряд планов по офисам врача и амбулаториям в микрорайонах. Еще есть вопросы, по которым будем отрабатывать. По образованию. До 2025 года будет отремонтировано 6 школ города. Это идет в рамках программы по нас проекту образования. Капитальный ремонт школ, имеющих износ более 50%. В 2020 году у нас попали лицей госслужбы и 9-я школа. Также главой республики были беспрецедентные деньги выделены у нас в октябре месяце. В будущем году предстоит ремонт 2 детских садиков. Если мне память не изменяет, это 1-й садик и 18-й. Сейчас идет проектирование и экспертиза проекта. А спорт, культура? По спорту. Вы все видите, я очень много отзывов, таких хороших отзывов слышал от населения по поводу ремонта чаши бассейна нашего. 3,5 миллионов рублей Минфину Чувашской Республики было выделено на эти цели. Огромное спасибо правительству и Минфину Чувашской Республики, что нас поддержали в трудный момент. Сейчас подрядчиком заканчивается благоустройство беговых дорожек и хоккейной площадки резиновым покрытием профессиональным. Тоже подрядчики обещают сдать свои работы в срок. Единственный, конечно, тут момент, то, что очень поздно начаты были процедуры конкурсные. Мы без денег конкурс не можем проводить, поэтому... По спорту будет также, сейчас мы уже запрашивали, то и ремонтируются 2 наши спортшколы, ДЮСШ и имени Воронкова. И чуть-чуть по культуре. По культуре долгожданное событие произошло. У нас музей наш, например, где раньше располагался кинотеатр «Мир», с этого года на индивидуальном отоплении, в музее тепло, благоустройство территории предстоит. По культуре также будет благоустройство наш и по художественной школе еще выполнено, и по музыкальной школе, и по Дворцу культуры. Минкультом тоже определенные средства будут выделены в следующем году. Виталий Николаевич, спасибо вам огромное за эту огромную, большую, хорошую экскурсию. И поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Пусть все задуманное удается. Спасибо, Олеся. Я тоже ответно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Коллективу вашему творческому успехов. Дальше растите, и больше будет положительных сюжетов пусть, а мы в этом вам поможем. Спасибо огромное. А сейчас, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить наших дорогих, любимых горожан и гостей нашего любимого города с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, счастья, благополучия. Я думаю, будет будущий год насыщен положительными эмоциями. Для этого у нашего города есть все, есть поддержка главы Чувашской Республики. С наступающим вас Новым годом, дорогие горожане! Любви вам, счастья и благополучия! А на этом наш выпуск завершен. Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Крепкого здоровья, любви, счастья, благополучия! Пусть исполняются самые смелые мечты!
Низкие цены – мечта, низкие цены – реальность. С магазином «Светофор». В магазины «Светофор» напрямую от производителя поступает товар. Поэтому мы можем предлагать населению товары по очень доступным ценам. На постоянной основе проводятся акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Все группы товаров – продукты, бытовая техника, посуда, бытовая химия, одежда, обувь, хозяйственные товары, товары для дома и многое другое. Постоянные акции помогут сэкономить ваш бюджет. Мы здесь для праздничного стола все взяли, все необходимое. У нас, конечно, большое мероприятие. Завтра у нас свадьба. Вот мы готовимся с настроением. Здесь мы экономим свой бюджет. Нам нравится сюда приезжать. Мы частенько сюда приезжаем, покупаем все необходимое. И покупками довольны, наверное. Да, очень довольны. Огромное количество новинок, детские товары, игрушки, товары для домашних питомцев. Все по самой низкой цене. Я очень часто хожу в «Светофор». Здесь очень выгодно покупать. Мне очень нравятся продукты, ассортимент. Здесь очень часто ходит много народа. И приходите в «Светофор». Приходите в «Светофор», совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. А сегодня мы вам предлагаем купить товары по акционным ценам. Подсолнечное масло 5 литров 299,90. Горбуша свежемороженая 1 килограмм 169,90. Лучшие товары и лучшие цены у нас. Город Канаш, Котовского, 4.